Укрепление консенсуса для мира и развития. Прошла 9-я министерская конференция «Сердце Азии. Стамбульский процесс», в котором выступил глава государства уважаемый Эмомали Рахмон. В работе конференции высокого уровня приняли участие президент Исламской республики Афганистан, министры иностранных дел и представители 15 стран-участниц, 16 стран-доноров, а также в формате онлайн руководители 16 региональных и международных организаций. Нужно отметить, что деятельность этого процесса направлена на укрепление региональной безопасности, экономического и политического сотрудничества с Афганистаном посредством диалога и мер по укреплению доверия. Региональный диалог начался с обсуждения сотрудничества в борьбе с общими угрозами, в том числе терроризмом, наркотиками, бедностью и экстремизмом. Работа конференции была открыта вступительной речью глав двух государств Таджикистана и Афганистана. Президент подчеркнул, что Таджикистан и Афганистан связывают многие культурные, цивилизационные узы, дружба и добрососедские отношения. Славный народ этой братской страны говорит на одном языке с нами. Наши общие исторические корни уходят в многовековое прошлое. Глава государства неоднократно призывал международное сообщество на всех международных форумах, связанных с вопросами по Афганистану, помочь урегулировать ситуацию в Афганистане, потому что кризис в этой стране является международной проблемой. В своей речи лидер нации отметил, что Таджикистан полностью и всесторонне поддерживает реализацию международной стратегии по обеспечению стабильности и восстановлению мира в Афганистане. И на сегодняшней конференции будут предприняты новые шаги с новыми задачами в обсуждении решения проблем этой страны. Уважаемый Эмомали Рахмон заявил, что международное сообщество своими новыми инициативами и предложениями будет и дальше совершенствовать механизм сотрудничества и помощи Афганистану. В рамках достойной встречи юбилейных празднований по улице Борбат города Бухтар Хатлунской области была соорудирована и сдана в эксплуатацию современный 9-этажный жилой комплекс. Жилой комплекс состоит из 108 просторных однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Объект возведен со стороны обществом с ограниченной ответственностью Левакан Сангрез. Ландшафт здания и квартиры созданы в современном стиле, который отвечает всем нормам международного стандарта качества. Наравне с этим для придания району красивый внешний облик также был сдан в эксплуатацию площадь колоса и хлопка. Проект строительства площади финансирован со стороны местного исполнительного органа государственной власти области. Яванский район является одним из агропромышленной зоны Республики Таджикистан. Ежегодно для изобилия Дастархана и развития производственного процесса жители и предприниматели вносят свой активный вклад. Данный район был образован в 1934 году. За годы государственной независимости и при непосредственной поддержке правительства страны район путем сооружения и сдачи в эксплуатацию ряда объектов превратился в современную индустрию социально-экономического характера. В районе действует 2 городка и 7 сельских джаммуата. Население состоит из более 240 тысяч жителей. В каждом из указанных городков и сельских джаммуатов открытый ряд промышленно-производственных предприятий, торговых центров, средние общеобразовательные учреждения, медицинские пункты, дворцы культуры и многое другое, что, несомненно, воздействует в процветание района. Наша страна является аграрной республикой, и в этом направлении в районе уделено особое внимание. Наравне с развитием сельского хозяйства Дихкани в направлении животноводства также реализует ряд инвестиционных программ, что немаловажно играет роль в продвижении сферы в целом. В рамках созидательных инициатив к достойной встрече 30-й годовщины Дня государственной независимости страны в районе Джалолидина-Балхи Хатлонской области со стороны местной администрации и предпринимателей были сданы в эксплуатацию ряд юбилейных объектов различного назначения. В данном контексте при въезде в район была соорудирована и сдана в эксплуатацию современный сквер и новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 38 имени Садуло Файзуло. Образовательный объект состоит из 10 просторных класса комнат, где в них оснащены все необходимые условия. Кроме того, для развития процесса в других джаматах района при среднеобщеобразовательных учреждениях были построены и сданы в эксплуатацию ряд дополнительных класса комнат. Нужно отметить, что труженики района также уделяют внимание сектору сельского хозяйства. Открытие животноводческой фермы имени Саидмурода Садулоева даст возможность животноводам сферы развивать структуру и обеспечить
обеспечить местные рынки свежими мясомолочными продуктами. В городе Турсунзаде из года в год улучшается сектор здравоохранения. За годы государственной независимости на территории города были соорудированы и сданы в эксплуатацию ряд диагностических и лечебных центров. В данном контексте в городе действует 6 государственных медицинских учреждений, 10 частных и 11 оздоровительных клиник, 10 специализированных центров по профилактике и лечению от различных заболеваний, 28 центров здоровья и 50 медицинских пунктов, где в каждом из них для тщательной диагностики пациентов созданы все необходимые условия. На сегодняшний день при непосредственной поддержке правительства Республики Таджикистан в областях, городах и районах республиканского подчинения качество медицинских услуг заметно улучшились. За 29 лет независимости в стране для развития данного сектора были построены и сданы в эксплуатацию десятки новых современных медицинских объектов. Испокон веков люди путем познания книг открывали науку, знание, мудрость и культуру. Республиканский конкурс мудрости «Зари сияния» является одним из самых запоминающихся культурных событий страны в 2019-2020 годах, которое способствовало открытию новых талантов в обществе. Конкурс среди различных слоев общества повысил интерес к чтению знатоков художественного и литературного искусства. Она дала серьезный импульс в улучшение знаний, навыков и мировоззрения. Воспитание будущего поколения наций в духе творчества, самопознания, патриотизма, уважения к истории и богатому культурному наследию наших предков является одним из главных приоритетов правительства страны в области образования и культуры. Данный конкурс также дал новый импульс библиотечной деятельности в городах и районах страны, пополнив их новыми современными изданиями. Следует отметить, что все процветание и прогресс человека и его высокий полет к вершинам науки и знаний взяты из книги. Книга приближает мир к человеку, а человек ближе к знаниям. Именно благодаря книге мы находим свое место в жизни, достигаем вершины нашей судьбы. Книга – единственный заботливый и бескорыстный друг, который помогает людям во всех трудностях. Расширение человеческого разума происходит от книги, и если человек читает книгу в самые трудные дни своей жизни, это дает ему новый дух.